Здравствуйте, дорогие друзья! Мы вам подготовили два очень интересных урока про динозавров вечной мерзлоты. Тех самых динозавров и млекопитающих, которые более 100 миллионов лет тому назад жили на нашей территории. Об останках динозавров, находящихся в нашей республике Улусе, известно только в узком кругу людей. Актуальность наших уроков заключается в слабой освещенности информации среди учащихся школ и недостаточным вниманием к краеведению. Таким образом, актуальность урока обусловлена пропагандой экологической культуры среди подрастающего поколения. Останки динозавров и млекопитающих в местности Тета взяты нами в качестве самостоятельного предмета изучения. Мы постараемся объяснить, какие виды динозавров и млекопитающих обитали на территории нашей республики, так называемые полярные динозавры. Целью урока является изучение останков динозавров и млекопитающих, найденных в ходе раскопок Тета, донести информацию про экспедиции исунтарских динозавров более широкому кругу населения. Задача урока — это комплексное изучение природной среды. Здесь два несомненных плюса: установление связи школьников и ученых, повышение качества образования путем усиления практической направленности обучения и использования в качестве образовательной технологии малоизвестных объектов, которые могут заинтересовать школьников. Наш урок будет состоять из двух частей. В первой части вы увидите ответы палеонтологов на вопросы учеников. Вторая часть — это более практическая часть, включает в себе мастер-класс палеонтологов, где они расскажут и покажут найденные кости млекопитающих и динозавров. Приятного просмотра! Надеемся, что понравится наш урок вам, и возможно у кого-то из вас проявится интерес к ископаемым динозаврам вечной мерзлоты. Вопросов пришло достаточно много, и каждый из них по-своему интересен. Я хочу вам задать вопрос. Первый вопрос. Где страивали гнезда динозавры? Второй вопрос. Могли ли регулировать температуру крови динозавры? Третий вопрос. Чем объясняют ученые палеонтологии о размерах расхождения карликов до гигантов? Сначала про гнезда динозавров. Конечно, динозавры гнезда делали, они известны. Крупные динозавры делали свои гнезда на земле, и такие гнезда были обнаружены. Мелкие динозавры, скорее всего, делали свои гнезда на деревьях. Надо сказать, что птицы — это современные динозавры. Вы можете посмотреть на современных птиц и увидеть ту же закономерность. Крупные птицы делают гнезда на земле, например, там страусы какие-нибудь, а мелкие зачастую на деревьях. Поэтому гнезда динозавровые в мезозойскую эру были везде, и на земле, и на деревьях. Могли ли динозавры регулировать температуру крови? Да, конечно. Температуру собственного тела могут регулировать даже хладнокровные, например, ящерицы. Понятное дело, что им нужно было нагреться, и нужно сейчас нагреваться, но дальше включаются такие тонкие механизмы распределения кровотоков по всему телу. То есть механизмы известны, да, животные могут регулировать температуру крови. Но мы сейчас знаем, что динозавры были теплокровными. И как современные млекопитающие, как мы с вами, как птицы, конечно же, поддерживали эту температуру постоянной или близкой к постоянной. Какие были механизмы поддержания постоянства температуры? Опять же, очень разные. Сложная система распределения кровотока однозначно. Могли ли постоянно, например, гигантские динозавры поддерживать свою температуру просто за счет внутренних ресурсов, сказать сложно. Может быть, некоторые подогревались на солнышке, а потом уже это тепло удерживали. Но, по крайней мере, ответить однозначно, что регулировать могли. Чем объясняют ученые-палеонтологи расхождение динозавров от карликов до гигантов? Надо сказать, что когда группа успешная эволюционно, возникает большое количество видов, большое количество форм. Динозавры были очень успешные. Они заняли огромное количество экологических ниш. Соответственно, успешная группа и будет демонстрировать большой спектр размеров. Динозавры были и маленькие, и среднего размера, и очень крупные. То же самое можно сказать про современных млекопитающих. Есть очень маленькие млекопитающие, например, землеройки, некоторые летучие мыши, и гиганты, например, голубой кит. Первый вопрос. Когда вымерли последние динозавры? Второй вопрос. На основании чего ученые-палеонтологи предполагают окраску и структуру
в наружной покрове динозавра? Надо сказать, что динозавры не вымерли. А современные птицы – это динозавры, поэтому они существуют и сейчас. Тем не менее, большинство не птичьих динозавров действительно исчезли с нашей планеты ровно 66 миллионов лет назад, в самом конце мезозойской эры. Как палеонтологи реконструируют окраску? Это сложно. В основном никак. Но бывает уникальная ситуация, когда сохраняются перья или перьеподобные покровы. Такие, иногда они похожи на такие вытянутые волосы или вытянутые чешуи. Ну, давайте называть вот эти вот примитивные варианты перьев просто протоперьями. Так вот, протоперья и перья носят в себе маленькие органеллы, которые называются меланосомы. Они очень-очень маленькие, но они есть у позвоночных. Меланосомы определяют цвет кожи, цвет перьев. Например, у альбиносов меланосом нету, и они совершенно не имеют никакой окраски. А когда вы загораете, у вас в коже накапливаются меланосомы. Так вот, эти маленькие органеллы, оказалось, могут долго сохраняться в ископаемом состоянии. По их форме, по их размерам и ориентации можно определять, по аналогии с современными птицами, цвет перьев либо протоперьев у древних животных. Так, например, мы знаем, что такой известный четырехкрылый динозавр, родственник велоцираптора, микрораптор, он был скорее черный, нежели другого цвета. Я хочу задать вам два вопроса. Первый. Как исчезли динозавры? Постепенно или внезапно? Второй вопрос. Жили ли в одно время динозавры, найденные в последних экспедициях, ранние млекопитающие? Эрсан Степанов спрашивает, как исчезли динозавры, постепенно или внезапно, и жили ли в одно время динозавры, найденные в последних экспедициях, с ранними млекопитающими. Как исчезли динозавры, постепенно или внезапно? Ученые считают, что динозавры вымерли достаточно внезапно. Это было очень быстро, граница, 66 миллионов лет назад. Опять же, повторимся, то, что динозавры не вымерли. Не птичьи динозавры, которые вымерли, это произошло быстро. Да, есть какие-то отдельные находки, остатки через несколько миллионов уже после вымирания, однако ученые их связывают уже с переотложением, то есть остатки более древние переотлагаются в более молодых отложениях. Такое бывает, такое случается, скорее всего, так и было. Жили ли в одно время динозавры, найденные в последних экспедициях, с ранними млекопитающими? Да, они жили вместе. Мы находили одновременные остатки динозавров и мелкие зубы млекопитающих в том числе. Ну и я добавлю от себя, что одно из млекопитающих, Хоротерий, назван в честь деревни Хоро, и он жил вместе с динозаврами на территории Якутии. Меня зовут Сандал. Мой вопрос. Можно ли найти куски кожи динозавра в Якутии? Сандал Наговицын спрашивает, можно ли найти куски кожи динозавра в Якутии? Ну, в принципе, наверное, можно, но это очень маловероятно, это очень редкие находки, в принципе, находок отпечатков кожи во всем мире не так много, и для этого нужны очень специфические условия для захоронения. Конкретно в ТЭТ, наверное, это неподходящие условия. Если мы нашли окаменелые фрагменты стволов каламитов, то можно ли найти кости динозавров, которые питались каламитами? Какие динозавры питались каламитами? Айсен Наговицын. Если мы нашли окаменелые фрагменты стволов каламитов, то можно ли найти кости динозавров, которые питались каламитами? И какие динозавры питались каламитами? К сожалению, динозавры не питались каламитами по той причине, что, ну или не к сожалению, потому что они не жили в это время. Мне кажется, к счастью для каламитов, однозначно нет. Каламиты вымерли в Перми, динозавров тогда еще не было.
Поэтому, если вы находите стволы каламитов, то, скорее всего, это более древние отложения, палеозойские. Поэтому динозавров вы здесь не найдете. Звонок хвостовой части травоядного динозавра стегозавр был найден в местности Тайта-Сунтарского улуса Якутии. У меня к вам вопрос. Какими растениями питался стегозавр в местности Тайта? Обнаружены ли части этих растений? Егор Чичахов спрашивает, какими растениями питался стегозавр, обнаружили ли части этих растений? Но стегозавр питался, судя по всему, разными растениями. Следует отметить, что по предыдущему исследованию флоры ТТ и прилегающих территорий там существовали и произрастали, например, папоротники, различные голосеменные, цветковые растения не обнаружены. Мы можем сказать, предположить, по крайней мере, что, конечно, стегозавры ТТ питались теми растениями, которые были доступны и съедобны. То есть папоротники, различные голосеменные. И сейчас вопрос о флоре ТТ, он уточняется. Были собраны образцы на так называемую споропыльцу. В образцах будет обнаружена пыльца различных растений, и состав флоры будет уточнен. И после этого мы можем более точно сказать, какими растениями питался стегозавр. Но в целом, опять же повторюсь, спектр уже обозначен. Это папоротники, голосеменные растения в первую очередь. Нет, мы на самом местонахождении ТТ не обнаруживали части растений, такие вразумительные, крупные, это называется макрофасилия. Но мы надеемся, что пыльцу еще раз изучат, выделят, и вот это будет новое исследование уже в будущем. В окрестностях находили отпечатки различных голосеменных, различных папоротников примерно того же возраста. Но на ТТ таких находок не было. Ростры белемнитов мы находим в Табакинском мысу и на долине Аркяны. Ростры белемниты очень похожи на школьный мел и хрупкие, поэтому мы их находим только в фрагментах. Вопрос. Наши белемниты в какой периоде обитали, если их состав очень похож на школьный мел? Ньюргун Посельский. Наши белемниты в каком периоде обитали, если их состав очень похож на школьный мел? Ну, в первую очередь хочется сказать, что по составу фасилий древних организмов нельзя сказать, когда они жили. То есть мы знаем, что белемниты жили в мезозойскую эпоху с триасового периода, с конца триасового по меловое вымирание, по мел. Поэтому нужно больше информации, нужно посмотреть, какие там еще вымершие организмы встречаются, и сделать уже более обоснованный вывод на этом. Морские тараканы-ставницы – ракообразные, питающиеся бездонными животными. Морские тараканы считаются живыми реликтами времен мамонтов, но очень похожи на трилобитов, первых скелетных животных камбрийского периода. Оказывается, они, как и трилобиты, могут сворачиваться при опасности. У меня вопрос. Ставницы, морские тараканы, могут ли быть родственниками трилобитов и живыми реликтами со времен динозавров? Вадим Кириллин. Ставницы, морские тараканы могут ли быть родственниками трилобитов и живыми реликтами со времен динозавров? Ставницы – это равноногие, это ракообразные, в общем-то, они являются родственниками трилобитов, то есть и те это членистоногие животные. Равноногие появились в Перми и просуществовали, вся группа существует поныне, сейчас она существует, и поэтому, да, их можно назвать реликтами со времен динозавров, даже еще с более древних времен. Вопрос. Были ли во времена динозавров морские ящерицы с 3 глазами? Эрсан Исаков. Были ли во времена динозавров морские ящерицы с 3 глазами? Ну, вот в таком понимании, как мы это представляем, наверное, нет. То есть у них не было 3-го глаза во лбу, которым бы они могли видеть. Однако у некоторых ящериц, в том числе у морских ящериц-мотозавров, было пениальное отверстие, то есть отверстие в теменной кости,
которая позволяла определять темно на улице, темно вокруг, да, или день. То есть это помогало какими-то управлять циклами у животного, запускать циклы циркадные. В частности, вот у мозазавров, например, у них было такое пениальное отверстие разного размера, было. Осетры, которые водятся на реке Лена, являются живыми реликтами времен динозавров и древних акул. У меня возник такой вопрос. А какие причины, что осетры выжили с тех времен динозавров? Ведь многие большие динозавры вымерли, в том числе и большие. Спасибо. Спартак Пермяков спрашивает, по какой причине осетры выжили со времен динозавров? Ведь многие динозавры вымерли, в том числе и большие. Тут два момента сразу же. На ТИТ, на местонахождении ТИТ, осетров не обнаружили ископаемых. Хотя ранний мел – это то время, когда их находили. И второй момент. Динозавры большие, конечно, вымерли, но птичьи динозавры не вымерли. Мы несколько раз это повторяли и готовы повторять это еще раз. Тем не менее, осетры выжили благодаря приобретению определенной своей стратегии. В юрское время, когда океаны были переполнены различными акулами, морскими рептилиями, предки осетров стали увеличиваться в размерах. Многие из них стали крупными. Вспомните современных крупных осетров белуга, калуга, допустим. Второе, они стали проходными. Что это значит? Это значит, что из морских экосистем, из океана, они приходили размножаться в реки. Это смена обстановок, это уход из-под гнета хищников. Кроме этого, у них стало большое количество икры. Черная икра, я думаю, что многие слышали, это тоже стратегия, отложить как можно больше икры, может быть, кто-нибудь выживет в этих самых речках. Кроме этого, у них сформировалось 5 рядов крупных окостенений, которые торчат в разные стороны и таким образом защищают. Вот эти вот смешные окостенения имеют смешное название, они называются жучки. Таким образом, осетры выжили благодаря целому ряду новых адаптаций. Наверное, одно из наиболее важных, то, что они стали заходить в реки для размножения. Опять же повторюсь, что осетров на территории Якутии ископаемых мы пока мезозойских не нашли. На берегу реки Лена был найден позвонок шейной части морского ящера, плезиозавра. Мы узнали, что они питались белемнитыми моллюсками. И там мы находим окаменелости двустворчатых моллюсков. Вопрос. Питались ли плезиозавры двустворчатыми моллюсками? Слава Пермяков спрашивает, питались ли плезиозавры двустворчатыми моллюсками. Что нужно для того, чтобы питаться двустворчатыми моллюсками? Нужны специальные приспособления. Например, зубы. То есть простыми зубами, как вот у этого велоцираптора, очень сложно, даже скорее невозможно разгрызать раковины, твердые раковины моллюсков. Поэтому вот такая группа есть, название всей группы животных, которые питаются моллюсками твердотелыми, это дурофаги. У некоторых морских рептилий есть приспособления, то есть зубы, они становятся такими округлыми, с помощью них эти раковины можно раздавливать. Такие адаптации были, например, у некоторых мозазавров или ихтиозавров. Вот у плезиозавров это неизвестно. То есть, да, они охотились за белемнитами, однако белемниты, у них раковина-то находится, то, что вот вы находите, ростры белемнитов, это внутренний скелет. Мягкое тело было снаружи, чем и питались те же самые плезиозавры. Но вот находок плезиозавров с дурофаговыми зубами, с округлыми такими зубами, к сожалению, пока неизвестно. В будущем, может быть, будут обнаружены. Вопрос. Есть ли сейчас живые химеровые рыбы, реликты времен динозавров? Арелхан Петров спрашивает, есть ли сейчас живые химеры рыбы, реликты времен динозавров?
Да, действительно, сейчас существуют химеры. Это группа, которая относится к хрящевым рыбам. Химеры – родственники акул, у них хрящевой скелет. При этом как раз химеры приспособлены для того, чтобы разгрызать моллюсков и других беспозвоночных каким-то твердым панцирем. Как раз их можно назвать в чем-то дурофагами, да? Хотя есть вот такой термин более широкий – склерофаги еще. Поэтому химеры живут сейчас. Вот химеры современного облика действительно появились в мезозойскую эру. Там даже некоторые семейства те же самые. А более древние родственники химер, да, предки, это палеозойская эра. Группы древние и дожившие до современности. Я начал интересоваться палеонтологией, когда я увидел позвонок плезиозавров в краеведческом музее Каскиль села Кемпиняй. Руководительница музея Татьяна Ивановна рассказала мне, что эта находка была найдена вместо Северная Кая. И я начал интересоваться палеонтологией. И я хочу задать палеонтологам, санкт-петербургским палеонтологам, как выглядела местность Тета во времена мелового периода. Моя гипотеза, что это был берег моря. Для того, чтобы предположить, что на территории Тета было море, нужно найти каких-то организмов, которые жили в море, то есть те же самые, например, белемниты, аммониты. Однако ничего подобного в отложениях местонахождения ТТ мы не находим. Как раз наоборот, мы находим динозавров, а динозавры в морях не жили, и мы находим пресноводных моллюсков, что, в общем-то, говорит о том, что, скорее всего, это, возможно, были речные отложения, возможно, озерные, ну вот как бы речные или озерные отложения. Ведь ситуация могла меняться, и действительно, если там 130 миллионов лет назад была суша, то в более древние времена, да, в юрский период, было море, действительно, в районе села Кемпиндяй, это морские отложения, и там находят белемнитов и морских рептилий, и как раз они являются индикаторами того, что там было море. Мы надеемся, что вот такое вот общение, оно даст свои плоды, и в будущем на территории Якутии будут обнаружены новые местонахождения динозавров, многие новые местонахождения морских рептилий.